Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Я благодарю вас за помощь. Получилось купить 3 большие переноски. Это такое счастье. Каждая переноска – это чья-то спасенная жизнь. Есть пассажиры, немного переносок, но основная часть переносок будет еще идти пару недель до Якутска. Не хватает только денег, чтобы оплатить все дорожные расходы. Их много у нас. Вот эти переноски мы отправили самолетом. Они уже пришли в Якутск. Их хватит примерно на 3 самолета. А эти переноски будут идти в пути около 2 недель. Они придут попозже. Спасение продолжается. Прилетают один за другим самолеты с нашими хвостиками. Дни очень насыщенны, порой так, что забываешь все на свете. Например, вчера было 2 самолета в разных аэропортах. В этот же день была и отправка переносок. И в этот же день несколько хвостиков уезжали в семьи. В такие дни с трудом добираешься до дома, до кровати. И прилетела у нас прекрасная Зося. Та самая Зося, которая подруга Канта. Помните, мы рассказывали, на улице бился песик в судорогах. Так вот, она его поддерживала, она была рядом, она не убегала. Она показывала человеку, что ее друг нуждается в помощи человека. Вот она, та самая Зося, удивительной красоты собака. И умница к тому же, с золотым характером. Ко всем относится позитивно, с улыбкой, машет хвостом. Просто не собака, а чудо. И что это? Кто это такой? Кто такой? Маленькие дети. Дети прилетели, маленькие дети. А, малыши. Малыши, вон они. Ой, мой хороший. Ой, такие сладкие. Серые сладкие. Ой, а лапы какие короткие. Коротыш. Вот какие дети сегодня прилетели. Это в один аэропорт, и сейчас несемся во второй. Вот они какие дети. Ой, ой, какие дети. Ой, какие дети, чудо. Это Зосенька. Знакомьтесь, знакомьтесь. Ой, какое волшебство. И лапоньки положила, лапоньки. Ой, Господи, какое сокровище. Это самое лучшее в мире сокровище. Ой, какие глазы. Ой, посмотрите, какая морда. Это нечто, это нечто. Так, а это в манишке. А это в красивой манишке. Это. Вот какая. Чё ты плакал? Что, ты плакал, что ли? Ой, не выспался. Не выспался мальчишка или девчонка. Все равно люблю. Ой, какие красивые у тебя гольфы. Ой, неземные. Очень красивый тоже. Вот какая грудка, вот. Вот и гольфики. Ой, какая она у тебя сережка на ухе. Не красит она нас. Мы ее снимем. Все,
это да! Вот это дети! Вот это дети приехали! Друзья, мы часто говорим о том, что якутские собаки особенные. Предлагаем вашему вниманию удивительную историю Ютаса. И такие истории не единичны. В ППЖ Якутска работает женщина, которая по-доброму относится к бездомным. Многое не в ее власти, но сказать несколько слов, погладить, приласкать – это ведь несложно, и у нее это получается. И хвостики это чувствуют, такое отношение, и не забывают его. Вот это кто? Вот это что за чудовище тут, а? Возле моего гаража спит. Вот это Да что вы говорите? Вы вообще не мой пес. Вы знаете об этом, нет? Да что вы? Вы не мой пес. Вы не мой пес, поймите. Как Ютас, бывший узник ППЖ, он не только запомнил добрую женщину, когда его выпроводили на улицу, он нашел ее дом. Нашел. Он никогда не знал, где она живет. Но как он смог, пробежав 20 километров по городу, по перекресткам и пригородной дорогой, он пришел к ее дому и ждал, когда же она приедет, чтобы радостно встретить ее своим приветствием. А вот и я. Я нашел тебя. Я пришел к тебе. Как такое может быть? Всем здравствуйте. Вот мой подъезд. Вот это мой дом. Вот смотрите, это мой дом. Да. А это вот собака. Это не моя собака. Это собака меня нашла. И вот собака меня нашла. Нашла мой гараж сначала. Она сначала пришла в мой гараж. Вот эта собака. Вот. Я вам клянусь, я его не запускала. Клянусь. И вот этот пес, видите, он такой. Он такой шикарный. И вот он вот так топ. Хватит. Вот так он ко мне топал. И вот он ко мне притопал. Он постучался в мою дверь. Я ему любезно открыла. А он вот тут: здрасте, говорит. Я к вам пожить. ППЖшная собака. А я ему говорю: я тебе принять не могу. У меня дома 4 кошки. Ты будешь драться с ними, они тебя не пустят. А потом как ты будешь завтра, а? Это же не собаки. Это же удивительные существа. Какая у них интуиция. Какая у них благодарность за доброе, когда-то сказанное слово. До слез. Ну вот, завела к себе на балкон кошачью еду. Он тут кушает у меня. У меня вот теплый балкон вот такой. Вот. И вот я его сюда завела. Но оставлю его здесь на ночь. Не знаю, как он просидит ночь здесь. Но если спокойно просидит, значит оставлю здесь. Все-таки прохладно. Здесь прохладно. Короче, посмотрим, ребята. Ну, пожалуйста, найдите ему хозяина. Потому что я так думаю, что он меня в покое не оставит. Коли он уже нашел мой дом, он будет за мной носиться везде. Это я так полагаю. Собака очень умная. 20 километров прийти, это вам не хухры-мухры. Ты у моей кошки корм кушаешь, понимаешь, нет? А? Я ж тебе мясо давала. Ты чё? Здрасте. Здравствуйте. Вас как зовут? Собака, что ли? Да вы чё?
Собака с таким носом. Эй, собаки! И ты пес такой. Ну давай зайди, только ты мне не попугай кошек, ладно? Драться не будешь? Не дерись. Опять пошел по чашкам. Привет. Садись. Залазь сюда, садись. Давай, садись. Давай, залазь. Давай. Давай, залазь. Знакомиться будем, давай. О, давай. Ой, молодец. Ложись. Давай, ложись, давай. Ой, умница. Ой, какой хороший ты такой, да такой умный, да такой сладкий, да такой серьезный, да такой парень-припарень, да. И ты такой. Да что такие глаза такие красивые-то у нас. Так, надо свои дела сделать, я ему мешаю. С кошечками очень нормально. Вон, видите, у меня кот сидит на столе. Беляш тоже. Пися пришел. Пися, это что, скажи, такое? Ой, ужас, смотрите. Смотрите. Вот вам, пожалуйста, результат. Вот вам результат. ППШ. Беляш, ну наглый такой, а что я сделаю? Вот такой кот. Спасибо вам. Я вообще буду благодарна тем, кто его возьмут и в хорошие руки. В хорошую семью. Я очень буду благодарна. Смотрите внимательно, обратите внимание, у него на лбу, смотрите, сердечко. Видите? На лбу белое сердечко. Конечно, мы заберем этого парня, а пока Ютас будет ждать на передержке.